Уже завтра Республика Коми отметит свое 96-летие. Накануне в столице региона прошла уже вторая по счету выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства республики «Достояние Севера». Напомним, первая Коми ВДНХ прошла в 1936 году прошлого века. Опыт был продолжен и спустя 10 лет, но уже с более широким размахом. После был полувековой перерыв. Свою работу выставка возобновила в 2016-м. По инициативе руководителя региона Сергея Гапликова она была приурочена к 95-й годовщине республики. В этом году «Достояние Севера» также прошло в рамках знаменательной даты. У нас еще много сегодня и завтра, и послезавтра событий в рамках празднования Дня Республики. Мы, конечно, очень хотим, чтобы наша ВДНХ Республики Коми с каждым годом все расширялось, все приобретало больше интересных моментов, новых предприятий, конечно же, больше продукции и тех наших замечательных предпринимателей, которые с каждым годом все будут больше и больше внедряться в этот замечательный процесс развития предпринимательства. В этот раз на Коми ВДНХ было представлено более сотни экспозиций. Гости выставки могли воочию познакомиться с промышленным и инвестиционным потенциалом региона, а также с историей, уникальностью и самобытностью каждого из 20 муниципалитетов республики. Павильон Сосногорского района в этом году был стилизован под семейный парк Юготлун. И это не случайно. Сегодня парк включен в Федеральную библиотеку лучших практик благоустройства и озеленения России и стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Семейный парк Юготлун пользуется популярностью не только среди сосногорцев, но и гостей города. Очень здорово придумано для детей, очень много интересных качелей, то, что сама архитектура интересно сделана. А еще нравится, когда в Сосногор заезжаешь, у вас купель очень хорошая. Говорят, что она действительно святая. Помимо главного городского культурного объекта был представлен и промышленный потенциал района. К примеру, Сосногорская швейная фабрика показала одежду, изготовленную специально для работы в арктических условиях. По словам специалистов МЧС России, одежда, шитая в Сосногорске, сможет обеспечить надежную защиту спасателям в суровых климатических условиях Арктики. Она изготавливается из материалов российских производителей, которые по качеству превосходят зарубежные аналоги. А вот Сосногорская кондитерская фабрика свою продукцию стала выпускать ровно год назад. День рождения предприятия совпал с днем рождения республики. О том, что Коми ВДНХ – отличная площадка для демонстрации своих достижений, отметил руководитель администрации Сосногорского района. Виктор Шомисов уверен, что у нашего муниципалитета большие перспективы, так как те предприятия, которые уже действуют в районе, известны не только на российском уровне. Хочется прежде всего сказать слова благодарности за идею, за организацию такого масштаба выставки, такой выставки у нас в республике, главе республики Сергею Анатольевичу Гаплику, и поблагодарить администрацию Сосногорского района, муниципалитета Сосногорска, за то, что пригласили нас на эту выставку. Мы на выставке уже второй год, получается. В прошлом году данная выставка, для нас она был такой взрыв, очень мощный толчок, старт именно в развитии и позволил нам выйти на российский рынок. Это города Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, это Нижний Новгород, конечно же, Вологда, Санкт-Петербург. То есть мы развиваемся, покоряем город за городом и не останавливаемся на достигнутом. Удачный старт фабрики отметил и глава региона. С главной сцены Сергей Гапликов сделал акцент, что ВДНХ – это стартовая площадка для продвижения бизнеса. На этой выставке сегодня находятся, и в том числе здесь перед нами, ряд предприятий и предпринимателей, которым выставка дала, можно сказать, второе дыхание, вторую жизнь. Многие у нас приезжали на тот момент, даже не подозревая, что это может в их судьбе изменить практически, я бы сказал, все. Особенно развитие бизнеса, развитие тех направлений, которые они считали приоритетными, и, конечно, увеличение объема продукции. Часть предприятий, которые мы сегодня здесь знаем, и Сосногорские, сладкие вещи делают, очень вкусные. Посещая их и общаясь с ним, сам лично мог убедиться, это действительно очень здорово, когда эта уже продукция находит отклики на мировых рынках, и многие ведущие рестораторы мира берут уже нашу продукцию, делая ее брендовой. Здесь мы не просто собираемся, а показываем, на что способны, добавляет глава. Ведь выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства республики – это не рядовое мероприятие, это стимул к дальнейшему росту.
Предстоящая неделя в Коми будет теплой. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов. В центральных и северных районах вероятны дожди с грозами. Синоптики также отмечают, что к концу рабочей недели новый циклон с дождями и грозами понизит температуру в регионе до 15-20 градусов. А в Сосногорске во вторник будет ясно. Ночью плюс 13, днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду.